В этом году парламентарии приняли судьбоносный закон о северном завозе, который осуществляется в 25 субъектов. На Якутию приходится более 50% всех грузоперевозок. Этого закона страна ждала 20 лет. Проект предусматривает создание единого морского оператора, который будет заниматься перевозкой. Также федеральное финансирование в регионах получат объекты транспортно-логистической инфраструктуры. В создании документа активно принимали участие региональные власти. Якутия очень сильно, не случайно я вам сказал, что 52% Якутии, там поправки вносили, спорили всегда, да практически все территории заинтересованы. Мы убеждены, что с принятием закона о северном завозе все наши северные территории, продукты, товары первой необходимости, лекарства, строительные материалы будут прибывать вовремя и по более низкой цене. Еще одна важная инициатива – это программа дальневосточного гектара. Уже 115 тысяч человек получили земельные участки. Якутия в лидерах по освоению новых территорий. В нашей республике было подано больше 10 тысяч заявок на участие в программе. Активно осваивается и арктический гектар. Я скажу вам отличие от дальневосточного гектара. Сегодня, брать этот гектар Арктики можно в черте города. Это очень здорово. Магазинчик там по ремонту автомобилей, маленькую гостиницу, просто там какую-то забегаловку сделать. То есть это отличается, и уже многие берут именно в черте города. Депутаты Госдумы отметили, что законодательная деятельность, направленная на улучшение жизни жителей Дальнего Востока и Арктики, не заканчивается. Необходимо решать вопросы жилищных субсидий северянам. Также требует внимания регулирование таяния вечной мерзлоты и поддержка территории опережающего развития. Эти задачи будут приоритетными в работе народных избранников. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва.